Ребята, всем привет! Фух, случилось страшное, короче. Я забыл основную камеру, поэтому как снимать буду вообще непонятно. То бишь это вот китайская CG4000 какая-то, хрен знает. Ну, короче, звук тут хреновый, вот, вроде снимает она там более-менее, но дело не в этом, просто я не смогу полноценно снять рыбалку. Вот, поэтому что получится, то получится. Погода отличная, красота. Будем надеяться, что голавль клюнет. Но как я это засниму, понятия не имею. Ну что, поехали. Пусть будет как будет. Попался, ребята. Попался. Куда-то за траву там заводит. Опа! Ну, как-то вот так будем с вами, наверное, снимать. Первая рыбка. Опа. Вот такой вот голавль. Все, отпускаем. Забросов, наверное, 20 сделал, но, видимо, дело было в воблере. Сейчас покажу, на какой воблер поймал. Рыбу, естественно, отпускаем. Воблер ZipBaits Hickory. Вот такая приманка. Значит, наверное, сами поклевки не получится заснять. Вот, а вываживание постараюсь. Может быть, как-нибудь. Ну, блин, что сделать? Вот забыл. И со старухой бывает проруха. Давайте, поехали дальше. Решил сплавиться, покидать как бы там на самом перекате. Ну, такой протяженный, в принципе, где-то на середине переката я стоял, от первого головля, где я поймал. Вот, и сейчас сплавляюсь. И бац, вот такой вот маленький голавлик. Вот почему я голавлей фиксирую лип-гриппом. Один раз вот так вот голавль вогнал мне крючки в палец. Ну, непередаваемое впечатление. Вот он сейчас разговаривает, но жесть. Я тоже тебя ругаю. Вот, сейчас отцеплю и отпущу его. Все, удалось отцепить. Рыбку отпускаем. И теперь вот сейчас еще тут, блин, крючок достать из пальца. Из рубашки. Очередная рыбка на крючке. Вымучил, кидаю здесь, наверное, уже минут 15. Меняю воблеры, было 2 поклевки. Но неплохой голавлик.
Опа! Видно? Опа. Давайте опять вот так развернем. Опа. Вот такой вот голавлик небольшой. Ну, грамм, наверное, около 500, может. Полкило, наверное, не знаю. Так, отпускаем его, давайте. Ах ты, ну что такое? Эх. Все, убежал. Ну, нормально. Вымучиваю, конечно, клёво. Нету как такового-то, блин. Но попался вот. Ладно, сейчас покидаем. А, на какую приманку поймал, да? Сейчас покажу. Мегабас Бэби Грифон. Вот такой вот с безбородыми крючками. Это единственная приманка, которая у меня с безбородыми крючками. Вот такой желтенький. Ну, продолжим, как бы, ребята. Блин, ну, вот так вот буду снимать как-то, блин. Клюнула рыбка, ребята, маленькая, на плюх. Красиво выпрыгнула из воды. Мне кажется, она размером с воблер. Вот такой вот голавлик клюнул. А, заглотил нормально, блин. Развернем вот так вот. Маленький. Воблер клатч. Что-то облака тащит, как бы. Солнышко заходит, как бы, и что-то ветерок тут. Ну, слава богу, хоть мошку сдувает. Вот. Сейчас буду еще пробовать ниже спускаться. Может быть, еще что-то удастся поймать. Очередной маленький голавлик, ребят, клюнул. Поменял приманку. Все, сам отвалился. Поймал вот на такой воблер, ребята. Это воблер ручной работы. Автор воблера Максим Замолотов, по-моему. Вот здесь вот написано МЗ. По-моему, так его зовут. Это рыбка покрупнее, ребят. Это рыбка покрупнее. Не намного, конечно, но покрупнее. Опа. Опа. Так, давайте его сразу. Извиняюсь, что камеру тут двигаю, но уж как есть. Так. Так, давайте сразу по воблеру. Воблер Чаббик Жакаловский. Классика головлиной ловли. Ну, черного цвета вот такого. Стою пока все на одном месте. И что хочу сказать, срабатывает
смена приманок. Кидаю, не клюет, меняю приманку и бас, результатик. И вот такой вот голавлик, ребята. Небольшой, но приятный. Крутяк. Ветер дует, как бы, для рыбалки, как бы это вот, ну, плоховато. Лучше было бы, конечно, штиль, но сдувает мошку. И это плюс. Фух, ну ладно. Продолжим. Здесь хорошая поклевка, ребята. Поднялся снова на перекат. Был сейчас сход один, пока тут камеру включал, пока туда-сюда, короче. Встал на якорь. Что такое? Вот такой красавец. Все, отпускаем его. И раз. Все, уплыл. Фух, отлично. Ну сейчас уже все, это, буду спускаться к машине. Если что-то еще клюнет, покажу. В принципе, если бы не забыл камеру, вообще было бы все супер. А так, ну конечно, на эту не знаю, там вообще слышно, что-то не слышно. Ветер дует, ветрозащиты на ней нет, и так там слабо записывается звук. Вот. Ну, сейчас еще здесь покидаю и пойду с плавом туда к машине. Там еще покидаю, где голавлики клевали в одном месте. На выходе из переката. Ах, сорвался. Блин, пока я камеру тут включаю, уже 3 рыбы слил. Черт побери. Как неудобно, блин. Ну ладно. 3 рыбы слил уже. Эта поклевка очень значимая для меня. Сейчас я вам покажу, на какой воблер я поймал. Точнее, не поймал, а скорее всего поймаю. Давайте попробуем. Сейчас лип-гриппом возьму. Опа. Вот так вот. Голавль не крупный, ребята. Но клюнул он вот на такую вот приманку. Это копия, реплика, я не знаю там, ну как правильно это назвать, на Хамакура Спайдер от Джакал. Легендарный воблер, который сейчас стоит там, я не знаю, под 10, может быть, 1000 рублей. Да, а это вот воблер ручной работы, делает там мастер один, ссылочку оставлю под видео. Разловил, ребята.
Ну, ставлю периодически. Нет, как бы не клевала. Это первая пойманная рыба на данный воблер. Рыбу мы, естественно, отпускаем. У этой приманки есть название. На брюшке написано «Микс». Ну все, разловил. И это хорошо, как бы. Будем надеяться, что эта приманка еще выстрелит, и это была не случайность, ребята. Покрупней голавлик-то. Опа. Ветер начал дуть сильнее и сильнее, как бы на воде волны, рябь. Решил сменить горизонт проводки, поставил зиповый воблер, покидал, и вот отозвался голавлик. Опа. Вот такой вот. Давайте этого взвесим. И этот голавлик весит 745 граммов, ребята. Опа, давайте его отпустим. Все, убежал. Воблер спрут Уникрэнк диповый. Вот такой вот. Принес нам головля на 700 с лишним граммов. Ну что, дорогие друзья, наверное, поимкой вот этого маленького голавлика. Ай, блин! Маленькие голавлики самые опасные голавлики. Вот хорошо не пробил палец. Мы закончим эту с вами рыбалку. Пойду собираться. Ну вот что хочу еще сказать. Значит, вода уже в принципе в уровне как бы нормально, как бы как в прошлом году. Ну, может, чуть-чуть повыше. Вода мутная, несет мусор какой-то, траву там, пух, всякую дребедень. Прозрак плохой. Может быть, это еще как-то сказывается на клев. Ну, я думаю, что в следующие выходные, если выберусь, будет, наверное, поинтереснее. Уже трава поднимается, голавль к ней подходит, прижимается, там охотится. Вот такие пироги. Все, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, вниз, делитесь моими видео с друзьями, кому интересна рыбалка на реке Мокша. И до новых встреч, пока-пока, увидимся на воде.
Заходи, если что.